Роман колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса «100 лет одиночества» – одно из наиболее характерных и популярных произведений в направлении магического реализма. Это одна из самых читаемых книг в мире. В то время, когда роман появился на русском языке, была острая потребность в сказке, в отвлечении от регламентирующей все на свете реальности. Поэтому в любые тяжелые времена стоит обратиться к «100 лет одиночества» – роману, который утверждает, что человек победит даже забвение. Надо сейчас задуматься о времени, задуматься о себе. И этот спектакль по великому роману Габриэля Гарсиа Маркеса, мне кажется, дает нам возможность это сделать. Маркес «Сны одиночества» – это фантазии в духе магического реализма, завораживающая атмосфера, глубокие и эффектные актерские работы, смешение жанров от комедии и высокой трагедии, фарса и клоунады, до эпоса и философской притчи. Особенность данного спектакля состоит в том, что в нем играют только женщины-актрисы. Задача Росдрама через погружение в этот материал высказаться о том, что нас волнует и беспокоит. Это была такая концепция, сознательно, выбрана. И им, конечно, пока очень непросто. Они пока только, мне кажется, начинают пробовать на вкус то, с чем приходится работать. Этот текст, эти смыслы, эти образы и все остальное. Я очень надеюсь, что они смогут все-таки сделать какое-то, может быть, даже в чем-то сверхъестественное усилие для того, чтобы сыграть в этом спектакле так, как этого требует материал. Спектакль состоит из 3 частей. Режиссер-постановщик Мария Романова. Это ее 6-я работа в Росдраме. Все ее спектакли пользуются зрительским успехом. Будь то это ощущение нашей первой любви или наших каких-то переживаний чувственных, попытки не быть одному в этом мире. Потом это также то, что связано с социальной сферой, и кто я, и как на меня воздействует все, что происходит вокруг. И точно так же 3-я часть – это исход, уход, тема смерти. В принципе, как мне кажется, я к этой теме отношусь очень философски, и мне кажется, это лишь, смерти нет, это лишь переход в какое-то иное качество. Творческая команда, работающая над спектаклем, известна абхазскому зрителю. Это художник-постановщик Мария Филаретова, художник по свету, лауреат «Золотой маски» Денис Солнцев, он же художник по свету в «Кровавой свадьбе» Солярисе, художник по костюмам Наташа Шпанова и режиссер по пластике Анна Закусова. Это ее 1-я работа в Росдраме. Когда я впервые попала в Абхазию, у меня, честно говоря, было ощущение, что я попала в этот роман. И я его очень люблю. Это, наверное, даже на самом деле моя любимая книга. И то, что я сейчас этим занимаюсь, это для меня какое-то невообразимое счастье. И то, что как все происходит, у нас сначала было совершенно другое решение, другой макет. И он сам каким-то волшебным образом это все рассыпалось, и стало все происходить тоже практически независящим от меня способом, и декорации просто появляются, сами собой практически. Премьерные показы спектакля «Маркес. Сны одиночества» состоятся 29 и 30 апреля, а 28 апреля для журналистов состоится предпремьерный показ. Шазина Ханагуа, Константин Парулова, Абхазское телевидение.